Генеральный партнер – Челябинвестбанк. Партнеры проекта – Челябинский компрессорный завод «Сады России», компания «Уралтон», группа охранных предприятий «Витязь», компания «Интерзет». Генеральный партнер конкурса – сеть аптек «Классика». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Исәнмесез, кадерле дуслар. В эфире новый выпуск программы «Татарочка» на Ни Энджелер. Сегодня наших участниц ждет очень сложный день. По-моему, у них ни один день простым не назовешь. Но все-таки этот особенный. Последнее испытание перед предстоящим финалом. Усунуну ничек күтәреләр. Хәзер беләбез. Смотрите сегодня в выпуске «Битва умов». Участницы проекта сдают выпускной экзамен. Лидеры интернет-голосования. Последние дни борьбы за приз зрительских симпатий. Челябинцы увидят настоящее новогоднее чудо. До финальной церемонии осталась ровно неделя. Как прилежные школьницы, они сегодня сели за парты. Впереди последнее испытание. Очень важное для маленьких жемчужин. Ведь это единственный шанс выйти на лидирующие позиции. Дальше только финал. В сегодняшнем испытании принимает участие известная детская поэтесса Елена Сыч. Это не первая ее встреча с девочками. Участницы проекта уже получили в подарок замечательные книги. А сегодня в качестве презента загадки. Участие вот в этом конкурсе для меня это, как знаете, бесконечный праздник и возвращение в детство. Я очень благодарна Конгрессу татар за то, что меня пригласили сюда. Спасибо большое, успехов всем девочкам. Специально для этого конкурса я придумала стихи-загадки. Вам нужно будет угадать слово на татарском языке и написать отгадку в скобочках. Для зверя под названием Аю я песню колыбельную спою. В берлоге он пробудет до весны, досматривая радужные сны. На поиск ответов считанные минуты. Это задание оказалось и простым, и очень веселым. А вот во время следующего полились первые слезы. В задаче дано слово «жемчужинка». Необходимо составить из него новые слова. Кто придумает больше, тот и победил. У некоторых количество слов перевалило за 2 десятка. Жук, чиж, межа. Кстати, попробуйте продолжить сами и поймете, насколько это непросто. Этап номер 3 – веселая викторина. На вопросы заслуженного учителя Республики Татарстан Сании Шевченко девочки должны ответить картинками. Какое животное изображено на гербе Татарстана? Какое блюдо обычно преподносят гостям? Среди простых вопросов затаились и по-настоящему каверзные. Илина, скажи, а как по-татарски будет яблоко? Конечно, алма. А что такое сабан? Сабан – это плуг. Умница! Надеюсь, что и наши участницы справятся со своими вопросами так же легко. Әйдә, әби сундыгы рубрикасы карыйбыз да, анда бар нәрсә дә үз урыннан булыр. Татарский – это второй язык по распространенности на территории России. Сегодня на нем говорят более 4,5 миллионов человек. Причем это жители не только Татарстана, но и других регионов нашей страны. В татарском языке выделяют 3 диалекта – западный, казанский и восточный. Между собой они немного отличаются. До 19 века в Казани говорили на старотатарском языке. Более 1,5 столетий назад он начал обретать современный облик. Самые ранние сохранившихся литературных памятников – поэма Кулгали, Кыса и Иосиф, написанные в XIII веке. Ее автор погиб во время завоевания Волжской Булгарии в 1236 году. До 1927 года в основе татарской письменности был арабский алфавит. С 27 до 39 – латиница, а позже русское начертание с несколькими дополнительными буквами. Сегодня в Татарстане на родном языке говорит примерно 75% жителей больших городов и 90% селян, так что благодаря им удается сохранить бесценное сокровище. На татарском языке преподают и в нескольких вузах – в Казанском университете, консерватории и Государственном институте искусства и культуры.
большей частью вопросов девочки справились на отлично, а в некоторых просто запутались. Здесь должны быть люди. Птицу выбрала. К удивлению членов жюри, именно вопрос про сабан оказался самым сложным. Хотя слово «сабантуй» девочки слышат с самого раннего детства. Отгадка нашлась быстро. Большинство из них просто не знает, как выглядит плуг. Вот и выбрали сову по принципу созвучия. Но и это испытание было не последним. Дальше их ждал конкурс чтецов. Каждая девочка должна была выучить любимое стихотворение Габдуллы Тукая на татарском. Ю, керахмен, мин еремим, мин мой сым киле, шубу нагдета сым, шундау сым киле. Алисина Курбангалиева оказалась настоящим бойцом. Слезы на ее лице сменила очаровательная улыбка. Несмотря на все неудачи, она собрала силы в кулак и смогла удивить жюри по-настоящему выразительным чтением. Еще одно открытие этого дня – Сабина Шарипова. Настолько чистое и правильное произношение редко услышишь. Свои высокие баллы Сабина получила заслуженно. Это был трудный и очень интересный день. Последний конкурс нашего проекта. Бүгінгі бәйге өзеншәліклі, бик тә өзеншәліклі. Чөнки беренче тапкыр татар телен, туган телләрен ишеткән балалар бүгенге көнгә аларның белемнәре бик күпкә артты. Шуңа күрә алар шигырьләрен дә матур итеп сөйли белделәр, матур итеп хисләрен дә күрсәтә белделәр. Шуңа күрә бүген балаларның белеме турында әйтергә була. И девочки, и члены жюри в этот день расходились как-то неохотно. Если участницы еще не раз встретятся на репетициях, то жюри соберется лишь единожды для того, чтобы выбрать самую красивую и талантливую маленькую жемчужину. Во-первых, это канун Нового года, а накануне Нового года все верят в чудеса, все верят в сказку. Именно такую сказку мы хотим подарить всем жителям нашего города и нашей области. И мы делаем в очередной раз очень много сюрпризов. Сюрпризом станет первая в истории нашего города татарская новогодняя ярмарка. Уникальные игрушки, открытки, сувениры – все это возможно сделать подарок с национальным колоритом всем своим близким. На сцене театра оперы и балета выступят лучшие артисты Южного Урала. Шоу-группа «Баян Позитив», камерный хор областной филармонии, ансамбль «Гузель». Гостьей праздника станет финалистка проекта «Голос», заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина. И, конечно, главным событием будет церемония награждения победительницы проекта. Билеты можно купить в Конгрессе татар Челябинской области. Торопитесь, их осталось совсем немного. Это удивительная возможность познакомить детей с национальной культурой, одно из самых ярких и интересных событий года. А совсем скоро, 10 декабря, завершится интернет-голосование на сайте tatarочка74.ru и станет известно имя обладательницы приза зрительских симпатий. Упорная борьба развернулась между Вероникой Дороховой и Ариной Исуповой. Лидер постоянно меняется, и, похоже, все будет решаться буквально в последние часы. Вот и настал этот важный и ответственный момент. Окончено последнее испытание. Вероника, а мы уже знаем, кто победил? Пока нет. Все станет известно только на финале. Принять участие в выборе самой красивой и талантливой жемчужины смогут не только члены жюри, но и зрители в зале. Кызларга унышлар телейин. Жинулер һәм унышлар. Сау булыгыз, дуслар. Исән сау булыгыз. А в следующем выпуске программы вас ждет рассказ о наших мамах, которые большую часть конкурса были за кадром. Но каждая из них очень волновалась и переживала. Так что успехи девочек – это отчасти их заслуга. Смотрите нас ровно через неделю на канале ОТВ.